Дорогой мой любимый ребенок, я твой Бог-Создатель. Я говорю тебе, что скоро откроется дверь в твой новый дом, машину и возможности. Досмотрите это видео до конца, чтобы получить это. Завтра к 15 часам тебе позвонит человек, который поможет тебе материально. Улыбнитесь, потому что большая сумма денег придет к вам прямо сейчас. Бог говорит, что ваши страдания закончились. Ваша вера оставалась сильной в самый трудный период вашей жизни. Благодаря твоей вере я благословлю, облагодетельствую и исцелю тебя. Поставьте лайк этому видео, если вы верите в Бога. Будьте благодарны за все, что у вас есть сейчас, чтобы вы могли быть благодарны за все, что будет впереди. Благословение уже в пути. Напечатайте «Да», если вы верите. Дух Господень говорит, что наступил сезон переполнения. Обещания больше не будут скрываться от вас. И народный поток воды устремляется ввысь, когда стена, преграждавшая путь вашим обещаниям, наконец-то разрушена. Одно слово Отца, и все кончено. Изобилие льется потоком, когда растет благодарность. Скажите: «Я благодарен», чтобы привлечь в свою жизнь больше благословений. Сосредоточьтесь на том, как вы уже благословенны, и в вашей жизни начнет происходить волшебство. И если вы хотите привлекать огромные деньги без усилий, начиная с сегодняшнего дня, перейдите по ссылке в комментариях ниже, чтобы узнать шокирующие секреты богатства, раскрытые ученым из НАСА. Вселенная убирает токсины с вашего пути. Деньги придут к вам. Любовь идет к вам. Вы будете счастливее, чем когда-либо. Наберите 888, чтобы подтвердить это. Бог говорит: не сдавайся, не теряй надежды. Вы так близки к победе. Я услышал твою молитву. Мои ангелы посланы вам на помощь. Ваш сезон изобилия и переполнения начался. Ободритесь сегодня. Я люблю вас. На этом жизненном пути могут быть моменты, когда вы чувствуете себя усталым, разбитым или удрученным. Именно в такие моменты, когда шаги становятся тяжелыми, а дух, кажется, замирает, сквозь суматоху прорывается нежный голос. Это голос Бога, шепчущего заверения, вселяющего мужество и дающего надежду. Возлюбленные, не сдавайтесь, не теряйте надежды. Помните, что вы так близки к победе. Ваша борьба не осталась незамеченной. Ваши молитвы были услышаны. Наберите 1010, если вы верите в молитву. Эти слова заставляют вспомнить утешительное обещание, содержащееся в Иеремии 29:12. «Тогда ты будешь призывать меня и приходить и молиться мне, и я буду слушать тебя». Этот стих Библии заверяет вас в том, что каждая молитва, каждый шепот вашего сердца был услышан. Он подтверждает, что вы не одиноки, что ваши слова не просто растворяются в эфире, а достигают самого сердца Бога. Но это еще не все. Бог заверяет: «Мои ангелы посланы помочь тебе». Это напоминает нам о Псалме 91:11, ибо Он заповедает ангелам Своим о тебе, чтобы они охраняли тебя на всех путях твоих. Представьте себе эту сцену.
Бог приказывает своим ангелам охранять вас, поддерживать и сопровождать в пути. Эти божественные существа, посланные самим Богом, находятся рядом с вами, готовые направлять и помогать вам. Бог говорит: начался сезон изобилия и переполнения. Библия говорит нам в Екклесиасте 3:1: «Всему свое время, и всякому делу под небом свое время». Подобно тому, как зима сменяется весной, ваши периоды борьбы сейчас сменяются сезоном изобилия и переполнения. Как земля принимает дождь и приносит урожай, так и ваша жизнь расцветет благословениями, которые Бог приготовил для вас. Наберите 999, чтобы получить Божьи благословения. Ободритесь сегодня. Бог призывает. Библия делится подобными чувствами в стихе 9 главы 1 книги Иисуса Навина: «Разве я не заповедал тебе? Будьте тверды и мужественны. Не бойся и не унывай, ибо Господь, Бог твой, будет с тобою, куда бы ты ни пошел». Когда вы почувствуете на себе тяжесть мира, вспомните эти слова. Они служат божественной поддержкой, напоминая вам о вашей силе, несгибаемом духе и постоянном присутствии Бога. А затем следует самая глубокая часть послания: «Я люблю тебя». Это не признание, зависящее от условий или обстоятельств. Это любовь, подтвержденная в стихах 38-39 послания к Римлянам 8: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни бесы, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто другое во всем творении не может отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе, Господе нашим». Подписывайтесь на наш канал, если вы любите Иисуса. Итак, послушайте это послание от Бога, и пусть оно наполнит ваше сердце. Не сдавайтесь, потому что вы ближе к победе, чем вам кажется. Не теряйте надежды, потому что ваши молитвы услышаны. Будьте уверены, что ангелы помогают вам и что сезон изобилия начался. Прежде всего, помните, что вас любят глубоко и безоговорочно. Пусть это послание станет вашей силой и путеводителем на жизненном пути, где вы всегда будете двигаться вперед, к победе. Представьте, что вы стоите на пороге великих перемен в своей жизни, на пороге сезона, наполненного цветущими финансами, переполненного любовью, надвигающейся победой и приближающейся радостью. Представьте, что Вселенная посылает знаки, шепот ветра, рябь на воде, мерцание звезд. Все они сигнализируют о том, что сейчас ваше время, сейчас ваш сезон. Напишите «Аминь», если вы с этим согласны. Этот аспект жизни часто кажется сложным подъемом в гору. Важно помнить стих из Второзакония 8, стих 18: «Помни же Господа Бога твоего, ибо это Он дает тебе способность производить богатство». Вселенная повторяет эти слова, напоминая вам о присущей вам способности притягивать богатство, создавать жизнь в изобилии. Представьте себе дерево в середине зимы, его ветви голые, но полные потенциала. Дерево понимает, что сезон цветения уже близок. Вселенная в своей мудрости говорит о том, что сезон вашего финансового расцвета уже не за горами. На ваших голых ветвях скоро появятся пышные листья процветания. Речь идет не только о деньгах,
но и об изобилии во всех его проявлениях, времени, возможностях, ресурсах и опыте. Далее рассмотрим любовь, универсальный язык, который связывает нас всех вместе. В этом новом сезоне любовь будет переполнять нас. Не только романтическая любовь, но и любовь во всех ее проявлениях: сострадание, доброта, сочувствие и понимание. Библия говорит нам в первом послании к Коринфянам 16, стих 14: «Все, что вы делаете, пусть будет сделано в любви». Вселенная усиливает это послание, побуждая вас к тому, чтобы любовь руководила вашими поступками, формировала ваш опыт и вела вашу жизнь. Напечатайте One View God. Представьте, что любовь – это наполненная до краев чаша, которая переливается через край и достигает каждого уголка вашей жизни. Переполнение любви означает не потерю, а изобилие. Когда любовь переливается из вас, она также возвращается к вам, создавая круг позитива, связи и радости. Затем победа. Победа – это не просто выигрыш или успех, это преодоление трудностей, рост сил, извлечение уроков и движение вперед. Библия дает нам уверенность в этом в Римлянам 8, стих 37. «Нет, во всем этом мы более чем победители через возлюбившего нас». Вселенная шепчет нам то же самое, уверяя, что победа уже на горизонте. Представьте себе победу как восход солнца после долгой ночи, как финишную черту в марафоне, как момент, когда прекрасная картина оказывается в фокусе. Победа придет, но не как конец, а как веха на вашем пути, свидетельство вашей силы, стойкости и непоколебимой веры. Наконец, Вселенная сигнализирует о том, что хорошие времена не за горами. В стихе 1 главы 3 книги Екклесиаста говорится: «Всему свое время, и всякому делу под небом свое время». Вселенная говорит вам, что приближается сезон радости, хороших времен, смеха и праздника. Наберите 1212, если вы верите в это. Представьте себе хорошие времена в виде поезда, мчащегося по рельсам, корабля, плывущего в гавань, письма, доставляемого в почтовый ящик. Хорошие времена наступают, принося с собой моменты радости, смеха, солнечные дни и воспоминания на всю жизнь. Так что, стоя на пороге нового сезона, позвольте этим знакам Вселенной наполнить вас надеждой и предвкушением. Ваши финансы вот-вот расцветут, любовь захлестнет с головой, победа уже на горизонте, а хорошие времена уже на пороге. Примите это послание Вселенной. Примите этот новый сезон и шагайте в будущее с верой, оптимизмом и открытым сердцем. Введите 1111 для подтверждения. Этот новый сезон, предписанный Вселенной, простирается перед вами, как золотая дорожка, сверкающая под лучами солнца, готовая повести вас в путешествие к большим высотам. В преддверии расцвета финансов представьте свою жизнь не в виде пирога с фиксированными кусочками, а в виде постоянно расширяющегося круга возможностей. Вселенная напоминает вам о притче о талантах в Евангелии от Матфея, 25, стихи 14-30. Как и слугам в этой притче, вам доверено богатство, и у вас есть возможность приумножить его. Речь идет не просто о накоплении богатства,
а о Его разумном и щедром использовании для обогащения вашей жизни и жизни окружающих вас людей. Когда ваша любовь переполняет вас, задумайтесь над прекрасным отрывком из 1 Иоанна 4, стих 7. «Дорогие друзья, давайте любить друг друга, ибо любовь от Бога исходит. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь, которая вот-вот прольется через края вашей жизни, это способ Вселенной сказать вам, что вы становитесь сосудом божественной любви, способным трогать жизни и согревать сердце. Когда победа становится очевидной, вспомните известный стих из послания к Филиппийцам 4 часа 13 минут, NIV: «Все могу через укрепляющего меня Христа». Это обещание эхом разносится по Вселенной и находит отклик внутри вас, укрепляя ваши силы, придавая уверенность и готовя вас к грядущей победе. Напечатайте 333, если вы верите в Иисуса. Обещание хороших времен заставляет вспомнить стих из книги пророка Иеремии 29, стих 11. «Ибо знаю я планы, которые имею о вас, говорит Господь, планы процветания, а не зла, планы дать вам надежду и будущее». Сейчас, когда вы стоите на пороге сезона изобилия, Вселенная отражает этот божественный план. Речь идет не просто о приходящем счастье, а об истинной радости, которая рождается изнутри, о радости, которая пронизывает всю жизнь, превращая каждое мгновение в праздник. Каждый знак Вселенной – это призыв принять этот новый сезон вашей жизни. Это призыв готовиться к расцвету финансов, переполнению любовью, вкусу победы и наступлению хороших времен. Это призыв верить и делать каждый шаг вперед с мужеством и изяществом. Когда вы стоите на пороге нового сезона, Вселенная мягко подталкивает вас к действию и ободряет. Главы вашей жизни переворачиваются, и сюжет приобретает захватывающий поворот. Победа, бывшая когда-то далекой мечтой, теперь стала осязаемой реальностью и ждет, когда вы за ней обратитесь. Представьте себе победу не как конечный пункт назначения, а как ряд ступеней в огромной реке вашего путешествия. Каждый шаг – свидетельство вашей решимости, каждый камень – знак вашей непоколебимой веры. Победа, мой друг, заключается не только в конечном результате, но и в самом путешествии, в росте и трансформации на этом пути. А теперь на мгновение представьте себе путь, который разворачивается перед вами. Представьте его в виде сияющего гобелена, сотканного из нитей надежды, стойкости и решимости. Идя по этому пути, знайте, что Вселенная – ваш союзник, направляющий вас с помощью своего небесного компаса. Ваши финансы, как цветущий сад, готовы принести богатый урожай. Но помните, что вместе с изобилием приходит ответственность за то, чтобы делиться, ухаживать и сеять семена добра. Как Вселенная доверила вам это процветание, так и вы, в свою очередь, можете стать маяком щедрости, распространяя тепло и изобилие в жизни других людей. Любовь, самая глубокая сила космоса, вот-вот перельется из чаши вашего сердца. Это напоминание о том, что любовь не статична, а она динамична, постоянно расширяется и предназначена для того, чтобы ею делиться. Любя, вы становитесь проводником божественной ласки, трогающей сердце и исцеляющей раны. Победа – это долгожданный гость,
уже стучится в вашу дверь. Она – итог ваших усилий, результат вашей непоколебимой веры и награда за ваше упорство. Примите его с распростертыми объятиями, ведь вы его заслужили. И, наконец, хорошие времена, как симфония радости, настраивают оркестр вашей жизни. Каждая нота, каждое мгновение – это праздник вашего путешествия. Дорожите этими временами, ведь они свидетельствуют о вашей стойкости и напоминают о прекрасном гобелене жизни. Итак, мой друг, вступая в новый сезон, помни, что Вселенная оркестровала эту симфонию специально для тебя. Пришло время танцевать под ритм своего сердца, петь под мелодию своей мечты и наслаждаться сладким вкусом победы. Примите эту главу с благодарностью, ведь она – свидетельство вашей силы и обещание еще более ярких дней впереди. Примите эти знаки от Вселенной и вплетите их в ткань своей жизни. Пусть они направляют вас, утешают и вдохновляют. Ведь вы не просто сторонний наблюдатель в этом грандиозном спектакле жизни, вы – ключевой игрок, сотворец, работающий в тандеме со Вселенной и рисующий холст своей жизни смелыми мазками изобилия, любви, победы и радости. Поэтому, вступая в новый сезон, помните, что речь идет не только о том, что Вселенная может принести вам, но и о том, что вы можете принести Вселенной. Разворачивая свою жизнь в гармонии с этими космическими ритмами, вы вносите свой вклад в великую симфонию бытия, добавляя свою уникальную мелодию к всеобщей песне жизни. Примите это прекрасное путешествие и помните, что это только начало вашего волшебного пути преображения. Представьте себе, что вы стоите на краю бури, вокруг вас бушуют ветры жизни, и в самый разгар этой бури спокойный и ободряющий голос шепчет вам: «Я изменяю вашу ситуацию». Эти слова – обещание, заявление Бога, вашего всемогущего проводника и защитника. Наберите 777, если вы верите в этот божественный поворот. Вы и ваша семья – ключевые игроки. Вы не просто зрители грандиозного космического спектакля, а активные участники истории благодати и преображения. Библия подтверждает это в книге Числа 6, 24-26. Господь благословит вас и сохранит вас, Господь осенит вас лицем Своим и будет милостив к вам, Господь обратит лице Свое к вам и даст вам мир. Бог обещает благословить вас и вашу семью. Это благословение не единичное событие, а ливень Божьей благосклонности, процветание, мир и позитив. Это гарантия того, что вы и ваша семья будете ходить под открытыми небесами, где благословения льются, как освежающий дождь, принося рост, изобилие и радость. Введите 555, если вам это нужно. Это не просто материальные благословения, это присутствие Бога в вашей жизни. Это ощущение Его любви в своем сердце, Его милости на своем пути и Его руки в любой ситуации. Бог также обещает исцелить все места, где вам больно. В Иеремии 30:17 Он говорит: «Но я восстановлю тебя и исцелю твои раны». Речь идет не только об исцелении физической боли, но и о ранах сердца, душевных царапинах и ушибах духа. Божье исцеление подобно бальзаму, мягко наложенному на ваши раны. Его исцеляющая рука нежна, но сильна.
Она успокаивает, восстанавливает и делает вас снова целым. Она снимает жало прошлых обид, тяжесть разочарований и боль потерь. Божье исцеление также преобразует. Оно меняет перспективу, превращая раны в мудрость, боль в силу, а испытания в свидетельство. Он не просто избавляет от боли, но и делает вас сильнее, храбрее и выносливее. Поэтому, проходя через бурю, помните о Божьем обещании. Он изменит вашу ситуацию. Он благословит вас и вашу семью и исцелит все места, где вам больно. Наберите 666, если вам это нужно. Пусть эти обещания станут для вас маяком, который направляет вас, якорем, который удерживает вас, и крыльями, которые позволят вам парить над бурей. Примите этот божественный поворот, доверьтесь Божьей мудрости, положитесь на Его силу и успокойтесь в Его любви. Помните, что Он с вами во время бури, и с Его помощью вы выйдете из нее окрепшими, исцеленными и благословенными. Когда мы смотрим на окружающий нас мир, легко принять менталитет «око за око». Однако Бог побуждает нас идти другим путем. Он мягко наставляет нас относиться к людям с любовью, а не к тому, как они относятся к нам. Он говорит: «Я никогда не учил вас относиться к людям так, как они относятся к вам, относитесь к ним лучше». Эти Божьи указания напоминают нам о Божьей любви, милосердии и сострадании, добродетелях, которым Он хочет, чтобы мы подражали. Библия подтверждает эту мысль в Евангелии от Луки 6, 27-28, «А вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас». Мир может научить нас отвечать на ненависть ненавистью, но Бог просит нас отвечать любовью, добротой и молитвой. Среди необъятных просторов Вселенной подумайте вот о чем. Вы не пассивный наблюдатель, а активный участник космической драмы жизни. Представьте себе, что Вселенная – это грандиозный гобелен, а знаки, которые она посылает вам, это нити, которые ждут, когда вы вплетете их в ткань своего существования. Эти знаки не просто совпадения, это послание Вселенной, небесный язык, предназначенный для того, чтобы вы его расшифровали. Возьмите эти знаки, мой дорогой друг, и пусть они станут вашими путеводными звездами. Они, как созвездия в ночном небе, освещают ваш путь и указывают вам дорогу вперед. Когда вы чувствуете себя потерянным, когда вокруг вас бушуют жизненные бури, обратитесь к этим космическим маякам. Они утешат вас, как теплые объятия самой Вселенной, уверяя, что вы никогда не останетесь одни. Но эти знаки не просто пассивные проводники, они катализаторы вашего творчества, вашей силы определять свою судьбу. Вы не просто пешка на шахматной доске судьбы, вы сотворец, танцующий в гармонии с космосом. Каждое решение, каждое действие – это кисть художника, который яркими мазками пишет холст своей жизни. Представьте, что ваша жизнь – это шедевр, произведение искусства, рассказывающее историю изобилия, любви, победы и радости. Вступая в новый сезон, помните, что дело не только в том, что Вселенная может принести вам, но и в том, что вы можете принести Вселенной. Ваша жизнь
– это уникальная мелодия во Вселенской симфонии, нота, которая добавляет глубину и богатство в грандиозную композицию бытия. Примите это путешествие с распростертыми объятиями, мой дорогой друг, ведь это волшебное преображение. Представьте себя на краю бури, вокруг вас бушуют ветры жизни. Среди этого хаоса нежный голос шепчет вам в сердце: «Я переворачиваю твою ситуацию». Эти слова не просто выдача желаемого за действительное, это обещание Божественного. Да, мой друг, вы не одиноки в этом космическом танце. Вы и ваша семья – ключевые игроки в этой божественной драме. Вы не зрители, а активные участники истории благодати и преображения. Как сказано в Библии в числах 6, 24-26, «Господь благословит тебя и сохранит тебя, Господь осенит тебя лицем своим и будет милостив к тебе, Господь обратит лице свое к тебе и даст тебе мир». Эти слова – божественное благословение, дождь благосклонности, который прольется на вас и вашу семью. Представьте себе, что вы идете под открытыми небесами, где благословения льются, как освежающий дождь, способствуя росту, изобилию и радости. Это обещание, что вас берегут, защищают и предназначают к величию. Но помимо материальных благословений, речь идет о присутствии Божественного в вашей жизни. Это ощущение Его любви в глубине своего сердца, признание Его милости на каждом шагу вашего пути и свидетельство Его руки в любой ситуации. Его любовь – это путеводный свет, надежный компас в море жизни. Бог также обещает исцелять раны, которые наносит вам жизнь. В Иеремии 30:17 Он заявляет: «Но я восстановлю тебя и исцелю твои раны». Его исцеляющее прикосновение нежно и в то же время сильно, как успокаивающий бальзам, нанесенный на самые глубокие раны. Оно не просто снимает боль, оно преображает ее. Представьте себе, что ваши раны становятся источником мудрости, боль – силой, а испытания – свидетельством стойкости. Божье исцеление – это не просто восстановление, это преображение. Оно меняет ваше мировоззрение, делая вас сильнее, храбрее и выносливее, чем когда-либо прежде. Поэтому, проходя через жизненные бури, помните об этом обещании: Бог изменит вашу ситуацию. Он обильно благословит вас и вашу семью и исцелит все места, где вам больно. Эти обетования – ваши путеводные маяки, непоколебимые якоря и крылья, позволяющие парить над бурями жизни. Примите этот божественный поворот всем сердцем. Доверьтесь Божьей мудрости, обопритесь на Его силу и упокойтесь в Его безграничной любви. Знайте, что даже в самые жестокие бури Он рядом с вами, направляет вас, исцеляет и благословляет. В мире, где часто проповедуется философия «око за око», Божье учение резко контрастирует с ней. Он призывает нас идти другим путем, путем любви и сострадания. Он мягко наставляет нас: «Я никогда не учил вас относиться к людям так, как они относятся к вам, относитесь к ним лучше». Эти божественные слова отзываются в наших сердцах, напоминая нам о Божьей любви, милосердии и сострадании, добродетелях, которые Он желает, чтобы мы воплощали в жизнь. Библия подтверждает эту мысль в Евангелии от Луки 6, 27-28,
а вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. В мире, где возмездие часто кажется естественной реакцией, Бог призывает нас отвечать любовью, добротой и молитвой. Это призыв выйти из замкнутого круга обид и ненависти, стать проводниками исцеления и примирения. Это напоминание о том, что в своих поступках любви мы отражаем безграничную любовь Божественного. Итак, мой дорогой друг, путешествуя по жизненному полотну, помните, что вы являетесь сотворцом, получателем божественных благословений, исцелителем ран и носителем любви. Вы – часть великой космической истории, и ваша роль в ней очень важна. Примите ее с благодарностью и радостью, ведь это начало вашего волшебного пути преображения. Божественное послание продолжается. Мир учит нас относиться к людям так же, как они относятся к нему, но это не тот путь, по которому я иду. Бог призывает нас подняться над стандартами этого мира и идти по более высокому пути, руководствуясь любовью и милостью. Библия повторяет этот призыв в послании к Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с образцами мира сего, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Этот стих призывает нас освободиться от шаблона мира, не формироваться по его стандартам, а преобразовывать свои умы, сердце и поступки в соответствии с Божьим учением. Бог говорит: «Я помиловал». Это глубокое заявление, напоминающее нам о природе Бога. Оно заставляет вспомнить Плач 3, 22-23. «По великой любви Господа мы не истреблены, ибо милосердие Его не перестает. Они каждое утро новые, велика верность Твоя». Милосердие Бога безгранично, Его сострадание безгранично. Это не ресурс, который иссякает, а божественное свойство, которое обновляется каждое утро. Бог призывает нас подражать Его милосердию в общении с другими людьми. Вместо возмездия мы должны прощать. Вместо того, чтобы копить обиду, мы должны культивировать понимание. Вместо того, чтобы отвечать на обиду обидой, мы должны проявлять сострадание. Эта божественная директива не просто совет, а план для полноценной, мирной жизни. Речь идет о том, чтобы создавать эффект пульсации любви, милосердия и сострадания, влияя своими действиями на окружающий нас мир. Речь идет о том, чтобы жить в согласии с сердцем Бога, стать сосудом Его любви и посланником Его благодати. Так давайте же прислушаемся к этому божественному посланию. Будем относиться к людям с любовью, независимо от того, как они относятся к нам. Поднимемся выше мирских стандартов и будем проявлять милосердие, как Бог проявляет милосердие к нам. Возможно, это не самый легкий путь, но это путь, который ведет к миру, гармонии и самореализации. Послание Бога о безусловной любви и милосердии приглашает нас на более высокий уровень существования, где мы выходим из рамок мировых норм и ожиданий и приводим себя в соответствие с божественными принципами. Это послание, глубокое в своей простоте, способно преобразить не только нашу жизнь, но и окружающий нас мир. Задумайтесь над известным стихом из Евангелия от Матфея 5 часов 44 минуты, а я говорю вам:
любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас. В мире, который часто побуждает нас отвечать на негатив негативом, этот стих призывает нас разорвать порочный круг. Речь идет не о наивности или слабости, а о мужестве, позволяющем выбрать любовь вместо возмездия, сострадание вместо гнева. Бог не просто призывает нас поступать милосердно, Он призывает нас быть милосердными, сделать милосердие неотъемлемой частью нашего характера. В Евангелии от Луки 6 часов 36 минут Иисус говорит нам: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Божье милосердие – это не мимолетная эмоция, а постоянный атрибут. Он просит нас проявлять такое же милосердие в общении с другими людьми. Подумайте о Божьем милосердии, как о восходе солнца, который всегда неизменен и не перестает излучать свой свет, независимо от предшествующей ему тьмы. Вас приглашают быть восходом солнца в жизни людей, даря им свет, тепло и надежду независимо от обстоятельств. Но почему это так важно? Потому что это преобразует. Когда мы отвечаем любовью и милосердием, мы не просто влияем на ситуацию, мы влияем на сердце и умы тех, кто в ней участвует. Притчи 25, 21, 22 говорят нам: «Если враг твой голоден, дай ему есть, и если жаждет, дай ему пить». Поступая так, ты насыплешь на голову его горящие угли, и Господь вознаградит тебя. Речь идет не о том, чтобы заставить их чувствовать себя виноватыми, а о том, чтобы вызвать в них изменение, осознание, которое может привести к покаянию и преображению. Проявляя любовь и милосердие, мы не просто повинуемся Богу, мы становимся похожими на Него. Мы становимся отражением Его сердца, сосудами Его любви и каналами Его милосердия. Как сказано в 1 Иоанна 2:6, кто хочет жить в Нем, тот должен жить так, как жил Иисус. Принимая это божественное указание, помните, что вы идете по этому пути не одни. Бог с вами, Он направляет вас, дает вам силы и подбадривает вас. Введите «Бог со мной». Он готов дать вам силы, необходимые для того, чтобы выбрать любовь вместо ненависти, милосердие вместо осуждения, прощение вместо обиды. Итак, встаньте во весь рост, сделайте глубокий вдох и сделайте шаг вперед на этом пути любви и милосердия. Пусть Божье послание найдет отклик в вашем сердце и отразится в ваших поступках. Вы были избраны для этой божественной миссии, и с Божьей помощью вы можете изменить мир одним актом любви и милосердия за один раз. Спасибо за просмотр. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх и подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше подобных материалов. Не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. До следующего раза, берегите себя, и до встречи в следующем выпуске. Спасибо.